Главные правила, которые должен знать приобретатель. Гражданин вообще при приобретении земельного участка, ему важно понимать, да, документацию надо истребовать у продавца, это в первую очередь кадастровый план, выписку из единого госреестра недвижимости. Каждому земельному участку, который надлежащим образом оформлен, присваивается идентификационный кадастровый номер. Самое важное это. То есть, если гражданин приходит, покупает земельный участок, а продавец говорит, ну, документов у меня нет, извини, там, я представлю потом, да, нету кадастрового номера, ну, здесь надо сразу насторожиться и уже не приобретать данный земельный участок. Вот, поэтому при приобретении земельных участков гражданам необходимо обращать внимание на правоустанавливающий документ, то есть наличие правоустанавливающих документов. Вот с землей это безграмотность, что ли? Вот яркий пример, недавних лет, когда дом построили на газопроводе. Для жителей это становится трагедией, а для муниципалитета, а мы всего лишь, нам никто ничего не сказал. Так же выходит. Здесь зачастую такие проблемы возникают именно при несогласованных действиях. То есть у муниципалитета иная какая-то, допустим, информация сведения, да, о земельном участке, а в Росреестре она совсем другая. И вот такие несогласованные действия, они влекут за собой плачевные такие последствия. Да? В том числе и когда граждане не могут зарегистрировать дома, собственность, индивидуальное жилищное строительство, да? Вот, или, как вы сказали, проживают на территории, где проходит, допустим, какая-то газовая труба, например. Да, такие факты имеются, и мы с ними, конечно, работаем и пытаемся, конечно, эту проблему искоренить. Исполнительный орган, который дал разрешение, оформил все документы, в итоге должен возместить ущерб. Если будет доказано, что это по вине исполнительного органа произошла такая ситуация. Да, правильно? Это все в судебном порядке рассматривается, и если суд примет решение о том, что данный уполномоченный орган виноват, то у нас будет взыскаться уже в убытки.